Добрый день, уважаемые участники вебинара о реализации всероссийского образовательного проекта «Самбо в школу» в Республике Коми. Я рад приветствовать вас на данном мероприятии. Меня зовут Аверин Александр Викторович, я являюсь заведующим Центром научно-методического сопровождения программ проектов в области образования Коми Республиканского института развития образования. На вебинаре мы рассмотрим с вами основные вопросы реализации и опыт реализации данного проекта в образовательных организациях общего и дополнительного образования в республике, а также о перспективах данного проекта на ближайшее будущее. Самбо в России имеет более чем 80-летнюю историю, и официальным днем рождения самбо считается 16 ноября 1938 года. Начиная с 2008 года в Российской Федерации ежегодно 16 ноября проводится Всероссийский день самбо. В 2019 году был проведен всероссийский урок «История самбо», и наш вебинар мы начнем как раз с отрывка из этого урока, который рассказывает о самом проекте. Единоборство – это часть национальной культуры, органично переплетающаяся с другими ее элементами – музыкой, песней, плясом, играми, трудом, обрядами, традициями, обычаями, легендами и преданиями. Каждая культура заключает в себе знания и традиции предыдущих поколений. Мы не против того, чтобы человек изучал и развивал культуру других народов. Но прежде чем выучить иностранный язык, необходимо было научиться говорить и писать на своем родном языке. В этом смысле зародившаяся в нашей стране система самозащиты без оружия, самбо, вобравшая в себя все лучшие элементы боевых искусств, культуры и стремления к победе, выступает как мощная система физического и патриотического воспитания подрастающего поколения. Самбо развивается с 20-х годов прошлого столетия и в хронологическом порядке представлена следующими этапами. Первый этап – это разработка и становление самбо как вида спорта. До 1938 года, 16 ноября, считается официальный день рождения нашего вида спорта. Самооборона без оружия как вид спорта существует с 1938 года, когда был издан приказ Всесоюзного комитета по физической культуре и спорту о развитии нового вида борьбы. А вот само слово «самбо» вошло в спортивный лексикон в 1947 году. Вторым этапом – предвоенное развитие. Это 1938-1941 год, массовая подготовка молодежи. Третий этап – Великая Отечественная война, 1941-1945 годы. Это подготовка армейских спецподразделений, милиции, разведчиков. Четвертый этап – восстановление самбо как вида спорта, 1946-1952 год. Следующий этап – развитие и выход на международную арену, 1952-1966 год. В 1966 году Международная федерация ФИЛА спортивной борьбы признала самбо международным видом спорта. Следующий этап – это распространение борьбы самбо в мире и проведение первых официальных чемпионатов мира и Европы. Это 1972-1973 годы. Следующий этап создания отдельной международной федерации самбо с 1973 по 1985 год, и в 1985 году была создана официально Международная федерация самбо ФИАС. Расширение присутствия самбо в стране и в мире начинается с 1985 года и идет по сегодняшний день. Сегодня у нас в стране есть несколько федеральных проектов. Один из них – это проект «Самбо в школу». Мы его запустили не так давно, но он сегодня очень активно развивается почти что во всех субъектах нашей страны. Чем он интересен? Он состоит из двух частей. Первая часть – это третий урок физической
Здесь мы не учим бороться. Здесь мы учим правильно падать вас. Мы учим вас правильно реагировать в экстремальной обстановке. Хулиган на улице пристал, научим вас освободиться от захвата. Правильно реагировать. Вот это первая основа, которую мы даем в уроке физической культуры. Не уроки физической культуры, не проводить вас учитель физической культуры. Ну а после уроков у нас есть вторая часть проекта. Это секционная работа, это доп. Образование. Здесь мы уже профессионально обучаем детей, тем, кому понравился наш вид спорта, можете профессионально приходить заниматься в своем зале именно нашим видом спорта. Здесь у вас освоите всю технику нашего вида спорта. Ну и у кому понравится, и кто захочет стать большим спортсменом, чемпионом, то у вас будут все для этого условия, у вас будет прекрасный тренер, у вас будут прекрасные условия. Поэтому вас хотим всех приглашать заниматься в нашей секции, которая будет находиться прямо у вас в школе. Исторически так сложилось, что развитием и популяризацией видов спорта в нашей стране занимаются общественные федерации. Всех профессионалов и любителей самбо нашей страны объединяет Всероссийская федерация самбо. Символом нашей федерации является звезда. У нас борются на ковре. Вы понимаете, что в эмблеме у нас круглая эмблема. Боремся на ковре. У нас три цвета. Два борца. Это звезда поделена на две части. На красную часть и на синюю. Борцы у нас выступают в красной и синей форме. Это символ двух борцов. И получается, что два борца выступают на ковре, который символизирует нашу страну, Россию. По характеру соревнования бывают личные, командные, лично-командные. Участники соревнований делятся на различные категории по гендерному принципу, мужские и женские, по весовому и возрастному принципу. Обязательным элементом соревнований является форма участников, другими словами, экипировка. Есть боевое самбо и есть самбо спортивное. Цвет экипировки синий и красный. Неотъемлемым атрибутом самбо является судейская форма, которая представлена основным белым цветом, и важный элемент – это цвет рукавов, который соотносится с цветом формы участников. Все соревнования проходят на борцовском ковре, который должен соответствовать определенным размерам. Все соревнования проходят с использованием современных технических средств: электронного табло, видеокамеры, профессиональное имитирование схваток. Соревнования по самбо могут быть различного уровня: районные, муниципальные, региональные, окружные, всероссийские, континентальные и самые наивысшие – это международные соревнования. Все, что связано у нас в стране, проходит под эгидой Всероссийской федерации самбо. В Европе под эгидой континентальной Европейской федерации самбо, а в мире проходит под эгидой Международной федерации самбо ФИАС. Всероссийский проект «Самбо в школу» является составной частью всероссийского проекта «Открытый мир самбо». И мне хотелось бы в самом начале рассмотреть основные характеристики данного проекта.
Целью данного проекта является формирование условий для физического, гражданского, патриотического и нравственного воспитания детей и молодежи через использование потенциала самбо как национального достояния России. Вы видите, основными механизмами реализации всероссийского проекта «Открытый мир самбо» являются 3 проекта, в том числе и всероссийский проект «Самбо в школу». Всероссийский проект «Самбо в школу» охватывает обучающихся от 7 до 18 лет. Всероссийский проект «Студенческое самбо» охватывает в основном студентов от 15 до 25 лет. И всероссийский проект «Самбо в ГТО» охватывает население возрастом 13-29 лет. Координатором проекта выступает Федеральный ресурсный центр инновационного развития самбо в системе образования «Юность России». Вы видите подчиненность министерствам и ведомствам, а также общественным организациям. Ну и естественным образом участники данного проекта – это школы, колледжи, вузы и так далее. В рамках проекта разработана нормативно-правовая база. В частности, всероссийский проект «Самбо в школу» сопровождается разработанной примерной программой учебного предмета «Физическая культура» для образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общеобразования. Дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности по самбо, а также методическими рекомендациями Министерства образования и науки России от 26 июня 2017 года по реализации всероссийского проекта «Самбо в школу» в общеобразовательных организациях Российской Федерации. В целом разработана и утверждена программа развития самбо в Российской Федерации до 2024 года. Обращаясь к целевым показателям и ожидаемым результатам данной программы, хотелось бы обратить ваше внимание на постепенное увеличение количества школьников и в целом школ-участников всероссийского проекта «Самбо в школу» к 2020 и 2025 году. По сравнению с 2019 годом, в 2020 году прирост образовательных организаций, осуществляющих или участвующих в данном проекте, вы видите, увеличивается на 500 единиц, а к 2025 году на 3000 единиц. При этом охват обучающихся в среднем увеличивается к 2020 году до 200 тысяч, тогда как к 2025 – 1 250 000 человек. В Республике Коми реализация всероссийского образовательного проекта «Самбо в школу» началась с 2017 года. Базовыми организациями, участвующими в реализации проекта на территории Республики Коми, являются муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа номер 14» города Воркуты, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа номер 1» города Усинска, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» поселка Каджиром, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа номер 12» имени Олега Кошевого города Сыктывкар и муниципальное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования детей номер 12 Виктория города Сыктывкара. Данные базовые центры имеют опыт реализации программ и участия в этом проекте также начиная с 2017 года. Так, например, муниципальное учреждение дополнительного образования, Центр дополнительного образования номер 12 Виктория участвует в реализации проекта с 2017 года. Учреждение зарегистрировано как участник проекта Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания. В 2019-2020 году в центре ведутся занятия в 3 группах объединения самбо. Это педагоги дополнительного образования Июлев Александр Рудольфович, Латкин Андрей Анатольевич. Учащимся, завершившим обучение по программам центра, рекомендуется продолжить обучение в детско-юношеской спортивной школе номер 5. Центр сотрудничает с данной школой и Федерацией самбо Республики Коми. В ноябре 2019 года обучающиеся объединения самбо под руководством Ивлева Александра Рудольфовича приняли участие в мастер-классе по самбо, организованном спортивной школой Олимпийского резерва номер 2.
Ну а сам руководитель принял участие в семинаре по судейству в соревнованиях по самбо. Наряду с этим педагоги Центра по самбо принимают участие во всероссийских мероприятиях, в том числе и во всероссийском уроке по самбо. Также не менее богатый опыт и у средней общеобразовательной школы номер 14 города Воркуты, чью презентацию мы сейчас с вами рассмотрим. Данная школа всегда славилась своими спортсменами, и на протяжении более чем 40 лет волгошорские школьники занимали и занимают призовые места на соревнованиях различного уровня. Около 400 учащихся получают возможность познакомиться на уроках физической культуры с уникальным видом спорта – самбо. И в данном учреждении проводятся, как вы видите, многочисленные турниры по самбо в разных возрастных категориях. Ну и непосредственно обучающиеся этой школы становятся победителями и призерами данных соревнований. Осуществляет в данном случае реализацию программы самбо в школе номер 14 учитель физической культуры Владимир Александрович Сидоренко. И нужно отметить, что школа является активным участником мероприятий Федерального ресурсного центра инноваций и развития образования «Открытый мир самбо». Вы видите, что информация об участии в онлайн мероприятиях типа фоторепортаж или эмблема, учащиеся данной школы являются призерами и победителями. Кроме того, обратите, пожалуйста, внимание, учащиеся данного образовательного учреждения активно принимают участие в творческих конкурсах, посвященных самбо. В частности, юный журналист среди обучающихся общеобразовательных организаций в номинации «Эмоции самбо». Свой опыт также представляет и Усинская школа, с которой мы с вами познакомимся. В целях реализации мероприятий второго этапа всероссийского проекта «Самбо в школу» с 1 сентября 2018 года в школе введен модуль «Самбо» в образовательный процесс основного общего образования в качестве урочной деятельности через предметную область физическая культура в 5 классах в количестве 1 час. К преподаванию самбо привлечен специалист дополнительного образования Шаповалов Георгий Вячеславович, прошедший курсы повышения квалификации. Для занятий самбо открыт зал, оборудованный необходимым спортивным инвентарем. На сегодняшний день 139 учащихся занимаются самбо. Количество учащихся выросло на 75 человек. Это учащиеся 5-6 классов. В течение 2018-2019 учебного года были проведены соревнования между 5 классами в рамках декады учебного предмета «Физическая культура». Показательные выступления начинающих самбистов для воспитанников дошкольного образования детского сада номер 23 и номер 20 и учащихся начальных классов в рамках преемственности.
школы проведено анкетирование родителей и учащихся на предмет удовлетворенности занятиями самбо. Анализ анкет показал, что большинству ребят урок самбо нравится. В следующем учебном году планируем увеличить количество учащихся еще на 73 учащихся. Нужно отметить, что в Республике Коми реализация всероссийского образовательного проекта «Самбо в школу» осуществляется следующим образом. Это в рамках реализации учебного предмета «Физическая культура», как правило, это модуль «Самбо», который реализуется образовательными организациями, 3-й час, и дополнительные общеразвивающие программы, деятельность школьных спортивных клубов. Представленные материалы свидетельствуют о планомерной работе базовых образовательных организаций по реализации этого проекта и о большем охвате непосредственно обучающихся, участвующих в этом проекте. Кроме того, наметилась тенденция осуществления преемственных мероприятий между уровнями образования. И к тому же вы можете обнаружить, что учащиеся выходят за рамки только лишь самого проекта «Самбо в школу», имею в виду подготовку к навыкам самообороны, но и участвуют в иных творческих конкурсах, сопровождающих непосредственно данный проект. Мы желаем успехов в реализации намеченных планов и целей базовым центрам республики по участию в этом образовательном проекте. Приглашаем образовательные организации нашей республики подключиться к этому проекту и стать ее участником. Каковы же перспективы развития данного всероссийского образовательного проекта? Нужно отметить, что 17 сентября 2019 года был сформирован и подписан план мероприятий всероссийского образовательного проекта «Самбо в школу» на 2020 и 2022 год. Рассмотрим основные мероприятия, которые могут заинтересовать в данном случае сами базовые центры и потенциальных участников этого проекта. Как вы видите, предусмотрено повышение квалификации специалистов в области физической культуры, спорта и тьюторов, участников проекта «Самбо в школу». Также запланированы отдельные мероприятия, в частности, организация и проведение всероссийского марафона Дня самбо в школах России. Марафон будет проводиться с января по апрель 2020 года. Запланированы такие мероприятия, как Всероссийская интеллектуальная онлайн-олимпиада «Знатоки самбо» в апреле 2020 года. Организация праздничных мероприятий для общеобразовательных организаций участников проекта в рамках Всероссийского олимпийского дня в июне 2020 года. Организация проведения уроков самбо с чемпионом в августе 2020 года. Создание общероссийской школьной лиги самбо и проведение соревнований сентябрь 2020 года. Всероссийский конкурс на лучшее проведение открытого онлайн-урока «Самбо в нашем крае. История развития современности» в ноябре 2020 года. Всероссийский дистанционный конкурс проектных и исследовательских работ по самбо среди учащихся общеобразовательных организаций в декабре 2020 года. Данный план дифференцирован по 5 направлениям и гораздо более емкий, нежели чем то, что мы представили на вебинаре, то есть выделив основные мероприятия. И естественным образом мы говорим о том, что развитие всероссийского образовательного проекта «Самбо в школу» в Республике Коми будет продолжаться, возможно, будет и интенсифицироваться, и естественным образом мы приглашаем образовательные организации подключаться к этому проекту. Ну а опыт реализации данного проекта вы сможете в данном случае почерпнуть из тех методических материалов, которые уже разработаны на уровне федерации, и того опыта, регионального опыта, который имеется у базовых образовательных организаций по реализации данного проекта. Я благодарю вас за внимание и желаю успехов в профессиональной деятельности, в том числе по реализации данного проекта на территории Республики Коми. Всего доброго.